С утра на площади началась бессрочная акция голодовки. Вот ребята, которые поддерживают принятие антикоррупционного закона вообще в полном объеме всего пакета, они вот здесь с утра и говорят, уйдут только тогда, когда парламент их услышит и будут приняты эти законы. Ниса, вот вы сказали всего пакета. Нет никакого пакета. Вот этот пакеты, портфели, всего. Есть простой, обычный, стандартный для сотен стран закон о декларировании чиновниками собственности и о признании незаконного обогащения уголовным деянием. В сумме это 20 статья Конвенции ООН. Все вот эти переводы тем на пакеты, на какие-то другие меры, вот именно все это, и понимаете, уже общество это все понимает. Когда мы вас спрашиваем о конкретной мере, о том, когда вы ее примете, вы когда переводите тему на какие-то другие меры, это означает, либо вы не понимаете, совершенно не понимаете нас, или не хотите понять. Что касается акций, я лично, честно говоря, был против этого. Я попытался убедить наших уважаемых товарищей Чансуха Адлиба, Ивана Ачба, Сиду Корту в том, что этого делать не стоит. Почему? Потому что нам не хочется, чтобы кто-то вот пожертвовал своим здоровьем, пострадал из-за этого. Это их личный выбор. Они считают, что нет смысла ждать и надеяться на то, что мы будем услышаны. Они исходят из того, что прямой эфир с кандидатами по сути не состоялся. То есть если кандидаты в президенты не могут сказать, обсудить в деталях в прямом эфире 20 статью конкурсный подбор кадров до выборов, то после выборов ждать будет еще сложнее этого всего, да? Дальше они прекрасно, люди все прекрасно понимают, когда задают наши товарищи вопросы о признании незаконного обогащения уголовным деянием и говорится о том, что мы, дескать, работаем, а все остальное это ерунда. Ну, люди начинают понимать, что нас не хотят слышать. Вы знаете, я за 8 лет этой темы, мы и с предыдущим парламентом эту тему обсуждали. И законопроекты носили, и обсуждали, и встречи, и все 3 чтения закона о декларировании должностными лицами и депутатами были приняты только с участием наших митингов. То есть это само по себе уже говорит о себе, да? И еще один вопрос. Нам говорят о том, что закон о публичном декларировании должностными лицами и депутатами не может вступить в силу до принятия закона о госслужбе. На наших встречах в парламенте те же самые депутаты говорили о том, что это самостоятельный закон, и он может вступить в силу. Понятие должностного лица в законе о декларировании должностными лицами и депутатами, оно отображено в полной мере. Это лицо, выполняющее контрольно-надзорные функции, административно-хозяйственные, функции распределения финансовых средств и лицо, принимающее кадровые решения. Под это декларирование никак, под это описание должностного лица никак не попадают водители, охранники или технички кабинета министров или администрации президента. То есть, дескать, мы не можем понять, что такое должностное лицо, и поэтому нам нужен закон о госслужбе. Это всего лишь отговорки, на мой взгляд. Кстати, именно такого мнения, вот, что не нужен нам закон о госслужбе, придерживался, насколько я знаю, помню, Аслан Георгиевич Бжания. Мы надеемся, что и кандидаты в президенты скажут свое веское слово. И депутаты парламента
Вы понимаете, как в этот вопрос пора внести ясность. Постоянные переводы тем, попытки замалчивания этой темы привели к тому, что все большее количество людей, у все большего количества людей вызывает возмущение. Понимаете, не все вот так терпимо, как я, могут 8 лет слушать отговорки, находить ответы на отговорки и вот это все. Понимаете, не все так терпимы к такой бюрократической волоките. Понимаете? Мы очень хотим, чтобы наши товарищи прекратили эту акцию, чтобы мы не хотим, чтобы они голодали или как-то. Мы прекрасно понимаем всю тяжесть этого закона и понимаем, что это не так легко. И все будут делать вид, что они не слышат, не видят, не понимают, о чем идет речь. Нам бы не хотелось, чтобы наши товарищи стали бы, как бы сказать, вот, чтобы они пострадали. Они не должны. Это хорошие люди, выступающие за справедливость. Просто средства массовой информации у нас, вообще само понятие средства массовой информации, это у нас средства массовой рекламы политиков превратились, понимаете? То есть это не информирование народа Абхазии, это средством массовой рекламы превратилось, понимаете, вот это все. И это просто глаз вопиющий в пустыне, как в Библии, знаете? То есть я так понимаю, что вы не очень верите в хороший исход этой затеи? Нет, в хороший исход этой затеи я верю, но понимаете, как я считаю? Я считаю, что тиражирование этой идеи, объяснить людям, разъяснительная вот эта работа, только народ Абхазии имеет силу вынудить наши элиты пойти для них, по сути, на самоубийственный шаг, для их активов. Только народ Абхазии может это вынудить, да? И те представители патриотичные, собственно, в этих элитах, такие тоже есть. Но они как-то вот так, иртахомхю, как-то, знаете, очень осторожно, очень на вынужденном, скрипя сердцем, вот, даже говорят об этом. Вот с трудом нам удалось сделать так, чтобы элиты все-таки заговорили на эту тему. Не на какую-то другую тему, у нас там много всего, у нас там много, мы все примем и так далее. А вот именно конкретно на эту тему. Это не сбор законов, это не трехтомное издание «Войны и мир». Это простейший закон. Да, еще, кстати, говорится о планах, признаниях незаконного обогащения уголовным деянием. Признание незаконного обогащения уголовным деянием – это признание разницы между задекларированной собственностью и реальной, вот этой разницы признания криминальной. Если вы не приняли закон о декларировании должностными лицами, депутатами собственности, то как вы можете ввести норму УК незаконное обогащение? Понимаете? То есть вы не можете построить дом, не заложив фундамента. Вы говорите, мы построим дом и не залаживайте фундамент, не закладывайте фундамент, да? То есть это невозможно. Без принятия закона о декларировании, который вступил бы в силу, признание, сама речь о признании незаконного обогащения, она не имеет смысла, понимаете? Без закона о декларировании разговор или там талмуды о признании незаконного обогащения – это просто макулатура. Вот Спасибо. Спасибо большое.